Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие хорошие новости уже летят в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, на хорошие новости и, конечно же, загадайте свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие-то у вас кобры тут. Что такое? С левой стороны кобры. Но это люди ядовитые, опасные, противные, злые. Два человека, либо два места для вас вот таких неприятных. Там, где с вами плохо поступают, там, где в вашу сторону брызжут ядом. Да, вот прям неприятно в левой стороне. Вы знаете, вы одну кобру держите одной рукой, а другую другой рукой. И прям так давите их, душите их. Вот несмотря на то, что люди к вам могут плохо относиться, либо в каких-то организациях к вам плохо относятся, вы этих людей выжмете, да, либо добьетесь своего, то, что вы, например, там запланировали, то, чего вам очень хочется. Как бы там человек не брызгал в вашу сторону ядом, как бы там не пытался вас укусить, там, не знаю, некрасиво с вами поступить, но вы своего добьетесь. Вы из этой ситуации, из одной, из другой выйдете победителем. Вот вам прям и в одном месте, и в другом месте, либо один человек, и другой человек так и скажут. Вот мы тебя кусали, мы к тебе вот прям так с презрением, да, с негативом, со злобой, а ты вот молодец. А вот не сдалась, да, либо не сдался, характер свой железный проявил. Вот за это мы тебе поможем, да, либо уважаем тебя, да, вот двери теперь перед тобой открыты. Вы знаете, вот своей вот этой крепостью, выдержкой, вот этим, знаете, стальным взглядом вы себе выбейте уважение от этих негативных людей, либо от этих негативных учреждений. К вам поменяется отношение из жутко негативное в уважительное, в приветливое. И опять же помощь, либо то, чего вы хотели, вы добьетесь. Вы молодец. Вот тут я уже даже, знаете, стоя вам аплодирую, насколько вот вы сдержанный человек. Вот вам хамят, а вы молчите, да, либо вам там какие-то гадости делают, а вы вообще не обращайте внимания. И смотрите, уважать будут, уважать за это, за стойкость, за стержень, да, за характер, уважать вас будут. Вы молодец. Так, здесь у вас две лодочки, одна побольше, другая поменьше. Ну, лодочки говорят о каких-то приглашениях, о каких-то поездках, о каких-то путешествиях. То есть я могу предположить, что будет поездка дальняя и поездка ближняя. Могу предположить, что будет приглашение прям очень-очень ожидаемое, очень-очень приятное. И второе приглашение, на которое вы не надеетесь, не думаете, да даже не представляете. Да? Но обе эти лодочки у нас в центре, в корне. Это самые ближайшие события. И оба они будут для вас приятны, по-своему приятны. Но понятно, если вы чего-то долго ждете, и вот оно происходит, вы очень будете счастливы. А если вы совершенно не ждали, и тут бац, вас куда-то зовут, приглашают, вы куда-то едете, тоже будет, знаете, как и азартно, и интересно, и какие-то прям приключения идут в вашу жизнь. Хорошие лодочки. Так, дальше. С правой стороны вы в руках какое-то зеркало держите. Зеркало. У одних отграется действительно зеркало, как оно есть, а у других это телефон, либо компьютер, да, вот монитор, может планшет, да, куда-то вы смотрите. Вам будет очень приятно то, что вы видите. Вам будет приятно видеть свое отражение. Ну, кто-то прям похорошеет, приведет себя в порядок, так, там, к летнему сезону.
Может быть, вы там стрижечку сделаете, покрасите волосы, какую-нибудь там процедурочку, масочку, какой-нибудь, я не знаю, пилинг, что-то вы с собой делаете, и вы прям залюбуетесь собой в зеркало. Ой, как хороша, ой, какая я стала неотразимая. Ну а кто-то будет переписываться в интернете, и вам там будут так комплиментить, что вы аж будете такая бодренькая, красненькая, такие щечки наливные. Ну, удивит вас человек комплиментами, количеством этих комплиментов и подачей, да, как вот изысканно будет вам комплиментить. Кстати, хочу сразу предупредить, вот именно с покраснениями, да, возможно, там будут очень такие прозрачные намеки на... Мужчина напишет, вот хочу с тобой сделать им целый список, а вы такая читаете, думаете, ох, какой шалун, да, вот что он хочет со мной сделать. Ой, девчонки, ну вот прям с зеркалом, либо с телефоном очень хорошо время проведете. Приятно, да, вам будет в целом приятно, приятные эмоции. Так, еще какая-то у вас страдательная подружка, либо родственница, женщина, которая постоянно плачется, все ей не то, все ей не те. То не люблю, то плохое, то бракованное, то невкусное. То есть у нее всегда какой-то негатив. И она вот прям плачется. Денег нет, здоровья нет, меня никто не любит, там все сволочи вокруг. Одна я, вот ангелочек такой, да, с поломанными крылышками. И с очень длинным хвостом, который я-то всех прячу. Вы ее на чем-то поймаете. Либо она вас так станет раздражать, что вы ей прям все и выскажете. Скажете, что ты плачешься, у тебя там он закрома ломятся, а здоровье у тебя такое, что на тебя пахать и пахать. Ой, девочки, так с ней поговорите, так ее пристыдите. А вы знаете, она не обидится. Вот на правду она не обидится. Скорее, как, знаете, в шутку переведет, либо, знаете, как уйдет, отойдет, потом вам позвонит и скажет, а ты была права. Ну, вот такой я человек, ну, нытик я по природе, ну, что я могу сделать? Нравится мне ныть, постоянно жаловаться, что мне делать? Вот, с одной стороны, вам будет легче, что вы наконец-то ей все высказали, а с другой стороны, видите, немножко ситуация поменяется, вы уже как-то напрямую будете с ней говорить, и уже она поменьше будет вам плакать. Так, еще новость. Новость сверхважная. Новость касается кого-то из ваших родственников. Новость крайне удивительная. Значит, человек втихую чем-то занимался, либо что-то делал. И вот человек получает результат. Смотрите, у одних отыграется, что это новость такая, что и на голову не оденешь. Просто шок и ужас. И все такие, как? Правда? А у других отыграется эта большая гордость, новость, гордость, когда вы скажете, вот она наша кровь, кровинушка, да, не вода, человечек, какой молодец, да, там смог, добился, прорвался. Прям гордость берет за этого человека. Ну, понятно, вы все разные, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Но вот именно о родственнике. Это может быть как мужчина, так и женщина. Ну вот кровное родство какое-то у вас с этим человеком идет. Кстати, если вы прям себя ощущаете крайне одиноким человеком, либо вы считаете, что вы прям совсем одинокий человек, скорее всего, у вас найдется кровный родственник. И вы прям будете в шоке, в тихом таком, знаете, ауте, что, ой, оказывается, у меня родственники есть. Это так приятно будет, знаете, вот прям до слез приятно, что вы вот не одна, либо не один, что есть родные люди в этом огромном мире. Так, а еще по новостям. Здесь какая-то информация поступит для вас крайне судьбоносная. Смотрите, чем-то вы занимаетесь, что-то вы делаете, не совсем получается, либо нет того результата, на который вы надеетесь, может быть, вообще какие-то результаты там не в ноль, а в минус пошли, и вы очень сильно переживаете, вы не понимаете, почему это происходит с вами, почему у вас нет результата, либо результат такой, минимальный, да, минимальный результат. А информация пойдет о том, что стало причиной, либо кто стал причиной того, что у вас все так плохо в ваших делах. Реагировать вы можете по-разному. Но то, что эта информация судьбоносная, не забывайте. То есть у вас появится конкретный шанс получить информацию и переломить эту ситуацию. Воспользовавшись этой информацией, вы можете скорректировать
этот момент, вы можете даже, знаете, как повлиять, поменять свою судьбу именно в этом направлении. Не целиком судьбу в целом, да, а именно в направлении своей работы, своей карьеры, своего бизнеса. Значит, ушки на макушке, держим по ветру. Информацию, значит, всю собираем, изучаем, думаем над информацией. Там подсказка, там действительно судьбоносная подсказка будет. Вот прям как ответ даже на ваш вопрос, да, что это такое, вот от чего оно произошло и как с ним бороться. Да, вот если подумать, поиграть с этой информацией, то можно понять, да, как вам бороться и как вам воспользоваться этим шансом. Так, еще, девчонки, а вам тут расскажут про любовь. Правда, женщина расскажет, но расскажет о мужчине. Смотрите, у одних отыграется, что какая-то женщина начнет вас подкалывать, стебать, что вот какой-то там мужик влюбленными глазами смотрит, только о вас и говорит, там слюни на вас пускает. То есть это будет, ну, выглядеть как стёб, но на самом деле это будет чистая правда. И вы такая подумаете на досуге об этом и такая скажете: точно, ведь он и то делал, и так на меня смотрел. И вот прям будут такие вот параллельки у вас появляться, да, где вы вот прям поймете, что она правду говорит. Да, правду говорит. А у кого-то отыграется наоборот, что придет к вам женщина и скажет: знаешь, вот он тебя любит, а ты такая бессердечная, на него внимания не обращаешь, шанса мужику не даешь, а он весь томится. Он, смотри, как побледнел, похудел, там муки любви переживает. Знаете, еще как вычитает вас, да, что вы такая вот черствая, сухая, бессердечная, мужичка губите. Это какая-то трагикомичная ситуация идет. Я не могу сказать, как вы относитесь к этому мужчине. Вот не показал мне песок, не показали высшие силы. Но то, что для вас это будет очень неожиданно, очень непредсказуемо. И знаете, как врасплох вас застанет эта информация. Да, вот, а что мне теперь делать, что какой-то там Вася, Петя, там сосед какой-нибудь там, коллега, да, либо чей-то там родственник в меня влюблен. Ну и что мне теперь с ним делать? Ну, вот как мне поступать? Да, это будет. Идет признание в любви, но признание это озвучит женщина, расскажет о мужчине. Так, еще по новостям. Кто у меня в паре в браке? А тут вы узнаете, сколько зарабатывает ваш благоверный. Сколько он на самом деле получает, вот в руки получает. Возможно, скандальчик будет, да, возможно, мужчина не все вам говорил, не все вам показывал, не все свои заработки он приносил и ложил на стол, да, на семейный стол. Знаете, девочки, будет обидно, вот честно говорю, будет обидно. Вы тут надрываетесь, вы тут пашете за всех обслуживаете, обстирываете, там, не знаю, стараетесь, света белого не видите, а он вот такой паразит, где-то себе что-то откладывает, утаивает, что-то себе лишнее позволяет, да, какие-то там развлекалочки, либо какие-то, может, вкусняшечки для него. Обидно. Вот вижу, что будет обидно, вижу, что вы вот прям так прочехвостите хорошо. И, девочки, ну доверяй, проверяй, да, кто же вам виноват. Надо было все проверять. Что ж вы на слово верите? Видите, он нащупал ваше слабое место, что вы доверчивая. И вот тебе там заначечку делал, да, либо вам там приносил ползарплаты, либо какую-то часть зарплаты. А вы теперь все узнаете, теперь будете контролировать. Смотрите, даже какая картинка, да? Женщина у мужчины в кармане руки держит, да, либо руками из его кармана все выгребает. Ну, доигрался. Если бы он вам честно рассказывал, конечно бы вы ему там позволяли иметь какие-то, ну, карманные деньги, да, на его какие-то там увлечения, хотелки. Но он же так не поступил, да, он скрывал. От кого? От жены, от детей, от семьи. Ай-яй-яй, позор. Ну, вы его тут, да, перевоспитаете. Ну, чуть-чуть поругаетесь, чуть-чуть пообижаетесь, и потом все у вас наладится. Главное, что вы правду узнаете.
Так, еще неприятный момент идет. Это какая-то женщина. Женщина к вам имеет какое-то отношение. Женщина вам выскажет то, что у нее на сердце, на душе болит. То есть у нее к вам какие-то конкретные претензии, пусть даже и неоправданные, но они конкретные. Да? Мне не нравится в тебе то, я тебя не люблю, потому что так. Да, вот она вам может это все высказать. Неприятно, но что есть, то есть. По крайней мере, вы четко будете понимать, что конкретно она имеет против вас и почему она к вам так относится. У кого-то отыграется свекровь. Вот честно, девочки, отыграется свекровь. Здесь совет вам такой идет. Ну, примите к сведению. А лучше запишите на диктофон. Да. Сейчас в каждом смартфоне есть функция диктофона. Научитесь ей пользоваться заранее, да, и будьте готовы. Я не скажу, для чего вам это нужно, но, возможно, в будущем вам это очень-очень пригодится. Вот, чтобы вы имели такие доказательства. Так, еще на работе. На работе грядут какие-то хреновации, изменения, перетрубации, реорганизации. Что-то надвигается. Люди, ну не скроешь, да, от коллектива не скроешь. Какими-то лазейками, хитрыми путями люди все-таки информацию получают. Будут ходить слухи. Слухи, конечно, разноплановые. Там, знаете, как 50 на 50. 50 на 50 информация идет. И ваше начальство, оно как будто бы вот прям, ну как специально, да, вот эти все тайны распространяет. Вы спрашиваете, вам говорят, что, не надо про это говорить, да, типа, кто тебе сказал, там, молчи, прочее. Такой дискомфорт идет на работе. Здесь совет не слушать сплетни, не слушать. Правда, она где-то между, понимаете, тем, что говорят, тем, что происходит, и тем, о чем вы догадываетесь, понимаете, ну прям совсем между. Вот, все равно правды не узнаете, наперед все себе не спланируете. Работайте в обычном режиме, ни на что не обращайте внимания, не портите себе нервную систему. У вас там алкоголики будут бегать, волосы на себе драть, что все, завтра мы там без работы останемся, ой, нас всех уволят, нас всех закроют. Да, а другие будут блаженные ходить, мы теперь там крутая фирма станем, нас там переведут, повысят. А вы вот будьте собой, да, работайте, делайте свое дело честно, никого не слушайте, никому не присоединяйтесь. На работу пришла, отработала, домой, все, больше никаких мыслей, никаких посылов. И, конечно, за это не волнуйтесь. Вам ничего не грозит. Лично, конкретно вам, кто смотрит мою отсылку, ничего не грозит. Все, запомните это. Так, для тех, кто в поисках работы. У меня такое впечатление, что вас кто-то будет запугивать, что сейчас все так плохо, этот экономический кризис, рынки рухнули, там все банкротятся, все закрываются, собираются и дружно все, не знаю, там съезжают, уезжают, переезжают. Ну, это чушь, это бред. Не слушайте таких людей. Если они неудачники, у них ничего не получилось, ну зачем вам их слушать? Ищите работу. Главное, чтобы вы понимали, чего вы хотите, да, какую работу конкретно вы хотите. Ищите, отправляйте резюме, ходите на собеседование. Не обращайте внимания. Вас лично, да, вот кризис там какой-то экономический, он не коснется. Если вы работать хотите, если вы настроены на работу, она у вас точно будет, 100% будет. Кстати, у кого-то даже вот прям под самый конец вами загаданного срока идет очень хорошее предложение, у кого-то прям шикарное предложение. Вот, так что имейте в виду. Не поддавайтесь, мои хорошие, панике, не поддавайтесь. Верьте в лучшее. И лучшее с вами, конечно же, случится и произойдет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.